Всем здравствуйте, меня зовут Лисица Василий, я являюсь тренером по боксу. Сегодня я покажу вам несколько упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях. Они не займут много времени и не потребуют много места, а также будут эффективны для занимающихся любого возраста. Начнем мы с нейрогимнастики. Нейрогимнастика – это упражнения, выполняя которые вы сможете улучшить свою память, концентрацию внимания, а также свое мышление. Она стабилизирует вашу нервную систему и синхронизирует работу левого и правого полушария. Упражнения очень простые и можно выполнять их в любом месте. Значит, начнем с первого упражнения у нас. Вытягиваем две руки вперед, на правой ладони убираем большой палец, а на левой руке сжимаем все пальцы, кроме большого. И выполняем смену. Достаточно простое упражнение. Как только у вас начало получаться достаточно легко и свободно, можно немного изменить. Правую руку вытягиваем вперед, точнее левую руку вытягиваем вперед, правую назад и выполняем смену. То же самое можно сделать с хлопком. И еще один вариант мы чуть усложним. Правую руку наверх, левую вниз. Наверху мы показываем класс, внизу просто вытянутые пальцы без большого. И меняем. Упражнения кажутся достаточно простыми, но когда вы их начинаете выполнять, возникают некоторые сложности. Поэтому не спешите и концентрируйте свое внимание. То есть можно выполнять очень медленно. То есть смена. Как только начинает получаться быстрее, вы можете ускоряться. То же самое можно делать с хлопком. Еще одно упражнение называется кольца. Можно растереть ладони хорошенько, чтобы разогреть мышцы рук. Значит, упражнение кольца. Мы соединяем все пальцы с большим поочередно. Можете смотреть на руки, можете не смотреть. Попробуйте сделать быстрее. Мы размялись. И теперь усложняем упражнение. На левой руке мы соединяем все пальцы поочередно от указательного до мизинца и от мизинца к указательному. На левой руке от мизинца к указательному и от указательного к мизинцу. То есть делаем несинхронно. Каждый пальчик соединяем с большим. Сначала вы можете выполнять упражнения медленно и смотреть на руки, контролировать движение пальцев рук глазами. Ну и как только у вас уже начнет получаться, вы можете не смотреть на руки. Еще одно задание. Правую руку вытягиваем вперед и выпрямляем 3 пальца. Левой рукой мы сжимаем 3 пальца верхние и выставляем 2. И здесь выполняем смену. Немного усложним нашу гимнастику. Сейчас мы выполняем задание, и где у нас будет ведущая и ведомая рука. Но сначала мы выполним синхронно задание. Вытягиваем руки вверх, разводим руки в стороны, сгибаем в локтевых суставах и опускаем локтевые суставы вниз. Вверх, в сторону, сгибаем, опускаем вниз. Вверх, в сторону, сгибаем, опускаем вниз. Вверх, в сторону, сгибаем и опускаем вниз. Теперь правая рука у нас будет ведомая, а левая будет повторять все движения за правой. Не торопитесь, контролируйте каждое движение. Ваша задача выполнить все
правильно. Это потребует от вас полной концентрации внимания. И то же самое, но теперь левая рука будет ведущей, а правая ведомой. Еще одно упражнение из той же серии. Сначала мы выполняем его синхронно. Две руки поднимаем перед собой на уровень груди, поднимаем вверх, разводим в стороны, опускаем. Перед собой руки вытягиваем, поднимаем вверх, опускаем в стороны и опускаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И то же самое. Правая рука у нас ведущая, левая рука ведомая. Поменяем, и теперь левая рука будет ведущей, а правая ведомой. И последнее упражнение, которое завершает нашу нейрогимнастику. Ладони сжимаем в кулак, вращаем по часовой стрелке, а головой одновременно выполняем вращение против часовой стрелки. И то же самое, но в обратном направлении. Руки против часовой стрелки, головой по часовой стрелке. И заканчиваем. И небольшая рекомендация. Как только упражнение из нейрогимнастики вы стали выполнять достаточно легко, и оно не вызывает у вас никакого усилия, вам стоит его либо усложнить, либо заменить на новые упражнения.